Здравствуйте. Большая честь для меня первым выступить на этом важном мероприятии. И да, я не только от своего имени, но и от имени правозащитного центра «Мемориал» хотел сказать, собственно, что мы рассматриваем всех фигурантов этого дела: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифуса Утиеву, Малсага Ужахова, Бараха Чемурзиева, Багаудина Хаутиева, Ахмеда Погорова как политзаключенных. Рассматриваем их как политзаключенных потому, что они полностью подпадают под то понимание политзаключенного, которое предполагает Парламентская ассамблея Совета Европы, ее резолюция 2012 года. Это люди, которые преследуются за мирную реализацию своих прав, это люди, которые преследуются без какого бы то ни было преступления с их стороны по политическим мотивам власти. И это дает основание считать их политзаключенными и требовать их немедленного освобождения. Те два обвинения, которые им предъявлены, не выдерживают никакой критики. С одной стороны, организация насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, обвинение совершенно абсурдное в контексте той ситуации, которая была. Насилие было осуществлено именно сотрудниками правоохранительных органов, предсказать это было невозможно. Насилие это было абсолютно незаконным, поскольку прямо Европейская конвенция и практика ее применения и толкования Европейским судом по правам человека предполагают, что на мирную публичную акцию недопустимо применение силы в связи с мирной реализацией права на свободу собраний. Тем более, что это право на свободу собраний реализовывалось в связи с правом, с защитой права народа на реализацию власти. Фактически. Спор был о том, что мнение народа должно учитываться при решении значимых вопросов жизни республики, территориальной целостности и так далее. Совершенно правомерные требования были реализованы совершенно правомерными средствами, мирным собранием. Несмотря на это, они подверглись насилию. И фактически эти люди стали обвиняемыми только потому, что они были наиболее авторитетными среди участвующих. И мы видим, что попытка их преследования, да не попытка, а их реальное преследование, они в течение длительного времени находятся за решеткой, это попытка обезглавить общественное движение Ингушетии, подавить общественную активность, преподать урок своего рода всем, кто готов отстаивать свои права. И второе обвинение, оно вменяет мирную совершенно деятельность, вменяет организацию экстремистского сообщества за совершенно легальные мирные действия. Собрание, обсуждение общественных вопросов, организация мирных публичных мероприятий – это все совершенно не криминальные действия. Это криминализация абсолютно искусственная. Ну, учитывая, что у нас мало времени, говорить об этом много можно, я еще раз хотел сказать, что мы считаем всех обвиняемых по этому делу политзаключенными и требуем их немедленного освобождения. Спасибо.